В эфире новости я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главном. В Якутском городском суде начались прения сторон по делу Левадных. Их обвиняют в удержании и избиении гражданки Филиппин. Судоводитель маломерного судна пропал в Ленском районе. Ответственные службы помимо поисков занялись профилактикой подобных ситуаций. Что интересного и сложного в профессии космонавта? Ответить на этот вопрос в Якутск специально прибыли лучшие кадры страны. Путин и Трамп начали переговоры в Осаке на полях саммита «двадцатки». На встречу лидеров России и США отвели от часа до полутора. Ранее лидеры уже успели обменяться несколькими фразами перед первым рабочим заседанием, а нынешняя встреча первая после того, как Трамп отменил запланированные переговоры в Аргентине в декабре 2018-го. Беседа проходит на территории выставочного комплекса «Интекс» в общей зоне для встреч участников саммита, а не в отеле одного из президентов, как это бывает чаще всего. Однако формально зал закреплен за американской стороной. По правилам протокола это означает, что хозяином встречи выступает Трамп. А сейчас о новостях в регионе. В городском суде начались прения сторон по делу Левадных. Экс-полковник полиции обвиняется в избиении и удержании против воли гражданки Филиппин. Кристина Левадная обвиняется в организации незаконной миграции. Ее супруг Александр в превышении должностных полномочий. Свою вину не признают, а адвокаты в суде указали на недоработки следствия. Утверждают, что филиппинки, работавшие в клининговом агентстве, имели миграционные карты и регистрацию в Москве. А то, что Кристина Левадная не уведомила территориальный орган ФМС о пребывании иностранок в Якутске, не образует состава преступления. И защита подсудимых настаивает на полном оправдании их подзащитных. Позиция защиты сводится к тому, что в данном случае состава уголовного преступления в действиях Левадных нет. Потерпевшая добровольно поехала, в место жительства свидетеля, которое и находилось там абсолютно добровольно, не высказывала желания покинуть данное помещение. При этом сама произвольно, в связи с тем, что в субботу, это 12 февраля, ей была доведена информация, что с Москвы ее работодатель, который находится в Москве, приедет в город Якутск. А за ней она, в общем-то, добровольно, самолично решила спрыгнуть из оконного проема на улице Кузьмина, дома на улице Кузьмина. Поэтому в данном случае мы считаем, что никаких оснований для того, чтобы признать Левадных виновными, нет. Будем просить суд оправдать Левадных в полном объеме. В Якутии продолжают тушить 4 лесных пожара. По информации Минэкологии, огнем охвачено 100 гектаров. 2 пожара тушат в Верхоянском районе на площади 58 гектаров, в Усть-Майском 1 на 7 гектарах. К тушению привлечены 63 человека. На землях иных категорий ситуация значительно серьезнее. В том же Верхоянском районе действуют 10 природных пожаров на общей площади почти 679 тысяч гектаров. 6 из них локализованы, работают почти 190 человек. Но пожарным структурам нужно быть наготове и в других районах. Так, на территории Мирнинского авиапредприятия прошли пожарно-тактические учения. По легенде, на складе ГСМ произошло возгорание резервуара с топливом. Чтобы его ликвидировать, привлекли около 50 человек и 4 единиц спецтехники. О том, как прошло испытание, в материале наших коллег. Внимание! Опасность пожара. Пожар на складе горюче-смазочных материалов. Из-за короткого замыкания загорелся один из резервуаров с авиационным топливом. Экстренно эвакуированы сотрудники авиапредприятия. Такова была легенда учений спасательных служб. В считанные минуты к месту ЧП прибыли службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации. Однако на спецтехнике близко подъехать к пылающему резервуару оказалось невозможно. Поэтому первыми к тушению пожара приступили спасатели в теплоотражающих костюмах. Их задачей было остудить резервуары с горючим, до приезда служб МЧС предотвратить дальнейшее распространение пожара.
Чтобы остановить огонь, пожарные организовали пенную атаку и подали воду с лафетных стволов. Так емкости удалось охладить. При возгорании одной емкости у нас в автомате срабатывает охлаждение емкостей на всех 3 емкостях. А подача воды сверху полностью стекает по емкости и дает возможность охладить ее. Пока одни боролись с огнем, звенья газодымозащитной службы провели разведку помещений и эвакуацию сотрудников. Все хорошо. Отбой. Во время подобных учений в первую очередь отрабатываются совместные действия аварийно-спасательных команд авиапредприятия. При проведении этих учений проверяем взаимодействие и систему оповещения с администрацией города, с акционерной компанией «Алроса», МЧС, МВД. Мы должны быть готовы к развитию подобных ситуаций. Персонал должен знать свои четкие действия. Ликвидация ЧП на еще одном пожароопасном объекте прошла успешно. По итогам учений будут учтены все недоработки и даны рекомендации по их устранению. Все недочеты, которые мы тут обнаружили, завтра у нас будет разбор, мы будем проводить тщательный анализ и доводить, чтобы у нас все было нормально, хорошо срабатывала система, и подача воды, и давление в системах было отличное. Иванна Филиппова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». А судоводители уделяют внимание безопасности на воде. Половина месяца прошла с момента открытия навигации для маломерных судов, а в Ленском районе один судоводитель уже числится без вести пропавшим. О том, какие меры нужно соблюдать, находясь на реке, и сколько будет стоить получение удостоверения на управление лодкой, расскажет Роман Токмаков. Навигация для маломерных судов на территории Ленского района и соседних Мирнинского и Алекминского районов открыта с 3 июня. Это значит, что на воду спустило свои лодки большое количество судоводителей. И зачастую любители отдыха на реке пренебрегают правилами безопасности. Мы обращаемся к судоводителям с призывом соблюдать правила плавания и правила пользования маломерными судами. Напоминаем, что все суда должны быть зарегистрированы. У судоводителей, управляющих ими, должно быть удостоверение на право управления маломерным судном. В Ленске такое удостоверение можно получить в автономной некоммерческой профессиональной организации «Профессионал», которая уже много лет обучает водителей разных категорий транспорта, в том числе водного. Раньше у нас было просто маломерное судно, сейчас маломерное моторное судно называется. И кроме этого мы получили разрешение на обучение на гидроцикл. Значит, срок обучения, в пределах месяца, это максимальный срок. А так где-то в пределах 2-3 недель. Стоимость обучения на маломерное моторное судно у нас 9 тысяч рублей. И дополнительно, если хотят гидроцикл получить на право управления, 3 тысячи стоит. Главная ошибка отдыхающих на реке – считать лодки-гидроциклы средством развлечения. Особенно садиться на них без прав на вождение. И даже если у вас имеются все документы, легальное судно и знание мер безопасности, собираться в плавание нужно тщательно. Ведь, как известно, река ошибок не прощает. Роман Токмаков, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Вопросы защиты прав и свободы человека на территории республики обсудились сегодня на семинаре уполномоченного по правам человека. Особое внимание уделили вопросам защиты жилищных прав гражданина. За 16 лет деятельности государственного органа на первом месте были и остаются жалобы именно по этой теме. В работе совещания приняли участие представители органов государственной власти, общественные представители уполномоченного по правам человека республики. На сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит задачу по действительно качественной реализации национальных проектов. И через общественных представителей, уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия, мы сегодня мониторим ситуацию, содействуем и в какой-то степени помогаем органам власти на местах принимать правильные, качественные и быстрые решения именно и в части защиты жилищных прав. Приемная комиссия по набору абитуриентов в центральные вузы страны стартовала в Якутии. Документы принимают в здании Якутского института водного транспорта. В этом году выделено 165 бюджетных мест на целевой прием в высшие учебные заведения.
Всего их представлено 38. Как и каждый год, призерам республиканских предметных олимпиад Министерства образования начисляются дополнительные баллы. Конкурс при поступлении насчитывается в среднем 3 человека на одно место. Приемная комиссия работает каждый день с 9 до 18. Прием документов продлится до 5 июля. На сегодняшний день подано уже 46 заявлений. Наибольшее количество заявлений в Уральский юридический институт. Условия на сегодняшний день по целевому обучению немного изменились. Более ответственное отношение работодателей и самих абитуриентов. Что интересного и сложного в профессии космонавта? Ответить на этот и другие вопросы специально в Якутск приехали летчик-космонавт, герой России Роман Романенко и руководитель Восточного отделения российской космонавтики имени Циолковского Константин Чмаров. В историческом парке «Россия. Моя история» профессионалы своего дела проводят беседу с учениками школы «Арктика и космос» и воспитанниками движения «Юнармия». Главная цель – это повышение аэрокосмической грамотности. Кроме этого, обсуждают вопросы патриотического воспитания молодежи и подготовки кадров для космической и авиационной отрасли. Все вопросы, возникающие в процессе общения с ребятами, они сами наталкивают их на мысль, стать ли им космонавтами, продолжить эту интересную, вступить в эту интересную жизнь, или на самом деле немножко подождать или пойти заниматься другими профессиями. На самом деле, на того времени, когда мы общаемся с ребятами, 2-3 часа, этого все равно мало для того, чтобы полностью ответить на все их вопросы. Поэтому приходится постоянно приезжать в те места, где детям это интересно. В продолжение темы в АМГе для детей с 7 по 11 классы свои двери откроет профессиональная смена «Старт в космос». Она продлится с 15 по 28 июля, и преподавателями будут профессионалы своего дела – космонавт, инструктор и капитан воздушного судна. Кроме этого, для полного погружения планируются тренировки на выживание. Проект авиационно-космического направления реализовали на базе летнего лагеря при Амгинском лицее. Из 250 школьников по итогам олимпиад по физике, математике, астрономии и космонавтике, которые начались еще в апреле, отобрано 35 ребят, которые получили путевки на профильную смену. В этом лагере там тоже будет конкурсная программа. И те, кто показали наилучшие результаты, мы соберем группу. И зимой, на зимние каникулы, этим ребятам предстоит поездка в Московский авиационный институт и в Звездный городок, где тоже будет там индивидуальная программа, уже более такая профильно ориентированная. На этом у нас пока вся информация. До встречи в следующем часе на Якутия 24.